Ҳакыб Иаиба иԥа Аԥсны афырхаҵа Валери Иаиба ханижәижәаба шықәса ихыҵуан иԥсҭазаараҿы хымҵәазҭгьы. Ҳара иҿцәажәарақәа мҩаԥаҳгон, инагӡамкәа иаанхеит, иацаҳҵар ҳҭахуп. Зԥылара џьаушьашаз уаҩын иара, аԥсҭазаараҿы ҳаибашьра хьанҭаҿы дызлаԥшыз, дызлахәыз аҭоурых еиҭеиҳәон, ирацәаҩӡам ус ахҭысқәа реидкылара, аҭоурых алкаақәа рыҟаҵара зылшо. Ауаҩы аибашьра аҭоурых уеилиркаауан, иара анапхгаҩцәа дыруаӡәкын. Валери Иаиба ихәыцшьа ҵаулан, идырра рацәан, ихыԥша ӷәӷәан, иаҩызара ҳаракын. Даԥсуан, аӡәы изы иакәым имҳәеит, аҳәашьа дақәшәон. Дламысын, ибла иамбаз сеимҳәеит ишидыруазгьы. Сара сыԥсҭазаарагьы шыҟалаз збоит иҳәеит. Даара ихьаан ихьыз, зқьы зҵаара исҭеит, рызегь рҭак ҟаиҵеит. Аха уи акамера анаҩс, акамераҿы иара ииҭахыз ҳазыӡырҩит. Аӡыҩра зҭахыз адумбеиқәа реиԥш быжь-сааҭк исзеиҭеиҳәеит иҩызцәеи ижәлари рҭоурых. Виктор оттуда, с Восточного фронта, пеше сюда перешел, и практически у него личного мужества хоть отнимай. Он не трус был, он сам по себе боевой был человек. Но у него не было вот этого настроя победителя. Не видел. Да, он не представлял. И его, когда поменяли на Вову Аршба, Виктор не самоустранился. Он не стал амбиции какие-то, там, обиды какие-то. Наоборот, Владислав говорит, Григорьевич, у меня много моих друзей, однокурсников, сослуживцев уже служат в Министерстве обороны Российской Федерации. Используйте меня, где посчитаете нужным. Хотите на передовую, где хотите, я готов служить своей родине. То есть, как он понимал, вот так он поступал. Да. И Владислав тогда, естественно, этим моментом воспользовался и отправил его в Москву. И вот первые 4 борта с боеприпасами отгрузил нам Виктор Какали. Там через своих друзей и так далее, и так далее. 4 борта, это 4 больших самолета со снарядами, патронами разными, автоматы какое-то количество и так далее. Вот это он отгрузил. И то же самое, ни рубля денег не взяли. Единственное, мы отсюда им отправили подарки. Подарки отправили там в виде машины, там еще что-то, там вот такие моменты. И насколько вот наш народ ответственный, законопослушный, именно вот я вот что хочу подчеркнуть, мы им машины, когда оформляли, нужно было документы к этим машинам. За автомагазином был Эдди Губли, Тыквса его домашнее имя, а так Эдди Губли. Он находился на передовой, его с трудом разыскали там, он тоже не молодой, уже и возраст был, и все. Отыскали его там и привезли сюда, и говорим, вот так нужно счет справки выписать на эти машины. Он так стоит. Как вы это себе представляете, говорит? Это же бланки строгой отчетности, говорит. А как я потом, говорит, буду отчитываться за эти бланки? А кому отчитываться? А мы на него посмотрели, Эдик, ты где находишься, где сидишь? Он говорит, вот там на передовой, где Салафановый, там очень опасное такое место было, где они сидели. Там каждый день почти гибли люди. Ты где сидишь? Сегодня ты жив, дай Бог, чтобы ты 1000 лет жил. Завтра что с тобой будет, кто знает. Что с нами, со всеми завтра будет, кто знает. И ты о чем говоришь? Он так посмотрел. Действительно, о чем я думаю, о каких этих. Люди, которые переступили черту закона, и те, которые охраняли закон, все плечом к плечу встали. Защищать свою родину. Родина, мать для всех была едина. Это превыше всего было. Было единство, было взаимопонимание, было уважение.
Теперь гагарская сторона, значит, у истоков я там пропустил ребят. Также вот вместе с Али Камайба, Русланом Язычба, Зауром Ганба, также были 3 брата черекбаевцы. Это Виталик, Джума и Рома. К сожалению, ни одного из них нет в живых. Ребята, которые действительно заслуживали и внимания, и уважения, и которые скромно о себе нигде не озвучивают и никогда о себе ничего не говорили. Также, слава богу, он жив, Гули Кеник. С ними тоже организовал все это создание вот этого сопротивления и так далее. Может, я еще кого-то упускаю. Столько лет прошло, и сложно. Я думаю, что будет время вспомнить потом. Вот. Включим. А черекбаевцы вот чем занимались? Значит, черекбаевцы до начала войны, они также занимались всеми вот этими организационными, там что-то искали, тут что-то искали, что ну, со всеми вот, ребятами. Во время войны, значит, Виталик был начальником гарнизона в Гагры, это старший брат. Джума был командиром батальона, одного из гагарских батальонов. Вот, а Рома Чегбая боец был. Вот, у Джумы всегда сложные участки попадали в боевых действиях, у него и ребят много погибло. Когда вот по горам шли на Сухум, вот эти горы, я уже эти названия забыл, по цифрам я помню, там 920, там и на 1200 у нас КП был, командный пункт, дальше 920 и вот эти другие высоты, вот, где вертолет наш подбили, где вот Вианор Ашба, на котором был на Ахбюке, да, на Ахбюке, они напичканы минами были. Растяжки, мины и так далее, вот это все напичкано было, и там много ребят погибло, к сожалению. Март мартом, но вместе с тем цель у нас одна была, это Сухум, полная победа над врагом и выход к границам с Грузией. Это цель, она, которая никогда не покидала и не могла покинуть. Были люди, которые всегда старались пользоваться вот этими смутами. На войне одни удачи, они не бывают. Всегда удача и неудача, они вместе яйцу. От этого никуда не денешься. И все учитывать тоже. Живой человек, живому любому человеку свойственно ошибаться. И ну, кто ничего не делает, тот не ошибается. А кто что-то старается делать, всегда, естественно, и ошибки будут. Это по марту я еще хочу отметить неимоверный героизм, патриотизм наших девочек-медсестер. Это ну, не отметить невозможно. Иногда мужики боялись лезть, чтобы вытащить раненого. Девочки, не щадя себя, лезли, вытаскивали ребят, спасали жизнь. И многие, к сожалению, погибло у нас девочек. Это люди, которые должны были выходить замуж, рожать и воспитывать детей. Но, к сожалению, судьба распорядилась так, как распорядилась. А самое главное, их патриотизм, ответственность. Кого помните? Помню и случай. У нас здесь был Рижский ОМОН из 21 человека. Они везде преследуемые были. Тогда Россия, это не сейчасшняя Россия. Тогда Ельциновская, Козыревская Россия, там они больше прозападные были. Это счастье в России. И всем нам, я считаю, повезло. Путин не пришел бы к власти, но я думаю, Россию ждала та же участь, что и Советский Союз. Та же участь ждала.
уже на грани развала было. Уже Татарстан, Башкирия, Калмыкия, все уже начинали на нашем примере поднимать голос. К счастью, что Путин пришел. Вот Путин был бы у власти вместо Горбачева, я думаю, Советский Союз тоже не развалился бы. Потому что человек мог брать на себя ответственность. Кроме Сигуткина, и Сорокин, и Чандаров, вот генералы, кто руководил здесь, они, к счастью, у нас тоже Владислав был твердый, не из той категории, кому можно было руки выворачивать. Он на своем четко стоял. И это обсуждению не подлежало. Цель нас однозначно все равно не покидала. Потихоньку вели подготовительный процесс, все равно начали готовить, хотя мы в марте понесли большие жертвы, конечно, это для нас очень чувствительно было, много раненых было. Психологический фактор тоже немаловажный, от этого всего надо еще было прийти в себя. Вот, и потихоньку начали готовиться к очередному наступлению. Грузины, они уже смирились с тем, что они наступательные бои не вели. Они оборонительные. Вот они что заняли, то заняли. Они уже готовы были Абхазию поделить. А от Гумисты туда, Грузия, во-первых, ни Владислав, ни мы все здесь, кто находились, никогда не оставили бы Восточный фронт и наших братьев-абхазов на той стороне, чтобы вот так запросто распорядиться и отдать туда. Может быть, у кого-то и были такие настроения, но те, кто защищал свою родину, таких настроений никогда не было. Всегда цель одна была – прийти до Ингур, освободить. А эти подготовительные процессы начались. К очередному наступлению подготовились. Уже план операции был составлен, отвлекающий маневр на Нижнешерском мосту. И основная операция шла уже по горам через Шрому, там Ахалшени. Там вот Лёсик Цугба, самые отдаленные участки со своим батальоном шел, я уже забыл, как они называются. И вот эти подготовительные процессы начались. С российскими тоже отношения опять стали нормальными, несмотря на то, что март месяц мы и ссориться не могли с ними, потому что мы понимали, что они делают то, что какая команда сверху приходит. Потом среди них же не один-два человека находились те, которые, допустим, работали против нас, но опять-таки мы достоверной информацией тоже не обладали. Султан уже стал министром, Сергей Дбар начальник штаба. Вот, и пошла вот эта подготовка по карте. Разведданные Эдик собирал, Эдик Ажиба. У него был создан хороший разведотряд. Очень ответственные ребята были. Начинаешь верить, они же сперва запускали средства массовой информации для общественности мировой. Абхазы такие дикари, чеченцы с абхазами головы отрезали, головами футбол играли. Они столько жути нагнали на свой же народ. А потом, когда начали освобождать Сухум, когда с места дернулись одни, там, допустим, сказать, что они не вояки, трусы, тоже, так тоже нельзя. Вон за освобождение Сухума сколько, 10-11 дней бои шли. Почти за каждую улицу бои шли. Ну, теперь начали вот готовить подготовительный процесс, поэтому эту карту все составили, чертежи составили, и это уже вроде лето, но холодно было. Нам еще сильно помогли вот эти лесовозные дороги. Со стороны
по горам, чтобы мы технику могли. До этого пустили туда трактора и так далее, расчистили эти лесовозные дороги, а уже не использовались много лет эти дороги. Они вообще всегда стратегическое значение имели. Почему? Потому что еще в советское время, когда вот эти лесовозные дороги пробивали, строили, всегда с Министерства обороны СССР приезжали люди, и все они это брали на карты. Эти же карты были еще с крупным масштабом в лесхозах. Подготовились к следующему наступлению на освобождение в Сухом. Значит, там план был составлен так. Вот батальон имел карту наступления свою, и у него был обозначен только его маршрут. Он не знал, что другой батальон, где, что делает другой батальон, он не знал, по какому маршруту идет, куда идет. Но в конечном итоге все было так составлено, что они должны были сходиться и уже единой линией, единым фронтом наступать дальше. Вот, да, общей карты было всего две, где весь план операции. Одна карта оставалась у нас в Министерстве обороны, вторую карту взяли русские. Карты уже здесь совещание провели, собрали всех боевых командиров, всем вручили карты, уже под роспись все получали карты, и время когда настало, приступили, эти нам растянули полевки везде, уже связь была закрытая, грузины нас слушать не могли. Открытая связь тоже была в тех отдаленных участках, куда полевку не проведешь, но в основном по всей линии фронта была полевка. Полевки не было у Лесика, там еще у ребят, которые дальним маршрутом шли по горам. Лесик Цукба, позывной у него Степан был, Лавгилах. Время подошло, приступили к операции. Шрому взяли, кое-какие высоты взяли, все, продвижение не идет, и все, куда не сунемся, нас ждут. Куда не сунемся, ждут. Под напором и духом наших ребят, под напором, практически в лобовую атаку шли наши ребята. Практически. Какие-то высоты заняли, какие-то не смогли занять и так далее. Дни уже дней 8-10 бои идут. Продвижение никакое. Связист выходит на связь, все собраться на 1200 на КП. Сперва он собрал нас, кто командующий, в общем, состав от Министерства обороны. Тогда он уже издал приказ внутренний. Пашу и меня, мы после освобождения от должности, он послал людей, вызвал нас сюда и своим же приказом опять назначил нас заместителями министра. Ребята, я, говорит, без вас не могу, говорит. Вы мне нужны, говорит. Почти весь командный состав был на передовой, за исключением Зауравицба остался в Гудаутах, Гурам Допу остался в Гудаутах, Сергей Шамба остался в Гудаутах. Еще кто? Но это не потому, что они хотели остаться, а это приказ министра обороны, потому что надо обеспечивать наступающих. Это и боеприпасы надо подбрасывать, и питание надо подбрасывать, и топливо надо подбрасывать. Все взаимосвязано. Вообще я не завидую тем людям, кто
кто остается здесь для всего этого обеспечения. Ну, во-первых, хотя уже дисциплина тоже стала налаживаться, то другое уже практически это уже армия была. Вот, приказы исполнялись и так далее. И все равно ребята рвались вперед. И зачастую, если бы жесткие меры эти ребята здесь, кто здесь находился, не принимали бы, просто не с кем было бы отправлять туда, потому что здесь транспорт должен был находиться, который подвозит туда, люди, которые грузить должны были все необходимое и так далее. Без жестких мер решения вопроса тоже не было бы. И потом все на связь выходят, там мне это надо, тому еще что-то, кому-то скорый, и все это потом госпиталь, как, что, чего, вот госпитали, все должны их благодарить, они столько с круглыми сутками на ногах, особенно вот во время наступательных. Северокавказцы люди проявляли, ну, невозможное проявляли. Ну, мы поднялись на командный пункт. Лёсик принес карту Цукба. Он взял пленного офицера, вышел на связь, разрешите мне к вам прийти. Султан дал добро. И он приносит карту. Развернули карту, весь план нашей операции. Весь план нашей операции, где наши люди не имели этого, у наших был только свой участок наступления, весь план этой операции был у них. А карты всего было две. Одна у нас, одна там. Значит, кто-то там. У нас ее скопировать не могли, потому что она под замком. Значит, там кто-то скопировал и передал туда. И султан нас предупредил сразу. Молчать. Там очень много находилось. Там артиллеристы находились, связисты находились отсюда с части, грушники находились. ПВО ихние тоже с нами помогают. Ну, я больше чем уверен, 90% их действительно от души нам помогали, но кто-то один может такую, ну, делает свою грязную работу. Никому ни слова, мы не знаем кто, поэтому скрываем от всех. И султан говорит, все, говорит, мы, чтобы им уже все, говорит, мы не в состоянии дальше наступать, останавливаемся на тех рубежах, на которых мы есть. И они со спокойной душой все снялись, военные Министерства обороны Российской Федерации, там вот офицеры, которые находили, они снялись и уехали. Тут же мы по полевке передаем, кто может, полевые командиры, до нас добраться, все на КП, на командный пункт. Ну, кое-кто не мог, потому что опасные участки были, но основная часть пришла. Поднялись, сели, разработали по новой всю операцию, по новой. И уже не ночью приступили к ней, а среди белого дня приступили. В течение 3-4 часов все высоты были взяты. Там, где бились. Это сейчас какое? Это предпоследнее наступление. Предпоследнее. Да, предпоследнее наступление. Где несколько, дней 10 бились, столько раненых у нас, столько погибших, а заняли совсем чуть-чуть. И теперь, совсем небольшие территории заняли. А так, если посмотреть, я вообще не знал Абхазии, какую красоту имеет. В той стороне же никогда не был. Это вот во время вот этих боевых действий, вот эти
все места, и оттуда вот это и Тяньба, и все это было, вот как на ладони все это сверху, да, весь Сухум. И вот эти горные места, вот это Каман, это ну, красивейшие места. Заново И приобретали родину и видели, какая да, красивая. которую мы практически потеряли, куда мы никогда не ездили. Между прочим, там был такой момент, это не при мне, это было, кто-то из ребят находились, вот как раз вот, все эти господствующие высоты заняли, все эти села освободили и над Сухумом нависли. Но все, дальше мы уже не могли идти. Нужно было перегруппировку, передышку, оправиться от ран. Тут же приехали все эти военные, тогда еще ельциновские, грачевские, козыревские. Приехали, тут же нас останавливают. Никаких наступлений, всю полевку у нас свернули. Эти кошеемки забрали, все у нас поотнимали и так далее. Но нам что? И начали требовать от нас исходно обратные позиции. Мы им говорим, вы что, больные что ли? Мы говорим, с вами тоже будем воевать, если вы начнете нас на исходные, да, на исходные. Для нас без разницы, кто будет, кто против нас пойдет. Мы освобождаем свою родину, мы никуда не наступаем, говорим, и не оккупируем кого-либо. Все, они поняли, что мы с этих высот уже не уйдем, все, мы над Сухумом висим, но нам самим нужна передышка уже. Нужна передышка, и мы все это приостанавливаем. Ребята закрепились, раненые, погибшие, плакали, естественно, ребята родные, близкие. Что поделаешь, война, без жертв она не бывает, к сожалению, будь она проклята, эта война. Здесь начался переговорный процесс.